История Мэйси Леттер стала одной из самых обсуждаемых в Майами. Популярная модель, блогер и активная участница ночной жизни оказалась в центре уголовного дела, где речь идет не только о смертельной халатности, но и о попытке уйти от ответственности. После трагедии она пыталась раствориться в толпе и исчезнуть, а позже предстала перед полицией в состоянии, вызвавшем больше вопросов, чем ответов. Мэйси Леттерс родилась 16 июля 2000 года в небольшом населенном пункте Форт Плейн, расположенном в округе Монтгомери, штат Нью-Йорк. Она была вторым ребенком в семье, где воспитывались 3 детей, и единственной дочерью. Родители относились к среднему классу, вели обычный образ жизни, заботились о детях и старались дать им все необходимое для развития. Семья проживала в собственном доме, который находился в спокойном районе, неподалеку от реки. Население Форт Плейна не превышало 2000 человек. Большинство жителей знали друг друга лично, а информация распространялась быстро. В этом поселке была размеренная жизнь и один из самых низких уровней преступности по стране. Мэйси воспитывалась в условиях почти полной изоляции от внешнего мира. Она редко выезжала за пределы деревни и всегда находилась под присмотром взрослых. Училась она хорошо, показывала высокие результаты в школе, а также занималась спортом, в частности гимнастикой и легкой атлетикой. Однако спортивная карьера ее не привлекала. Когда Мэйси достигла подросткового возраста, ее внешность привлекала внимание сверстников, и у нее часто появлялись ухажеры. Она соглашалась на встречи, но при этом не забывала об учебе и сохраняла статус отличницы. Преподаватели отмечали ее ум, хорошую память и стремление к результату. После окончания школы она поступила в университет штата Нью-Йорк в городе Олбани, выбрав направление лингвистика и международная коммуникация. Так как расстояние между домом и университетом было сравнительно небольшим, Мэйси решила не переезжать в студенческое общежитие, а осталась жить с родителями. Семья всегда поддерживала ее, и такое решение казалось всем удобным. Позднее, переехав в более крупный и оживленный город, она оказалась в совершенно иной среде. Олбани – это столица штата с насыщенной городской жизнью. По сравнению с Форт Плейном он производил впечатление места полного возможностей и новых впечатлений. Мэйси быстро завела друзей, стала частью студенческого коллектива, хорошо училась и участвовала в жизни университета. Параллельно с учебой она начала посещать вечеринки, бары и клубы вместе с друзьями. Образ жизни стал интенсивным. Днем занятия и учеба, ночью развлечения. Несмотря на такую нагрузку, Мэйси успешно справлялась с учебой, не пропускала пары и продолжала показывать хорошие результаты. Постепенно она начала регулярно употреблять алкоголь. Молодой организм пока справлялся с этим, и внешне проблем не было видно. Родители также не замечали изменений и продолжали ей доверять. На 3-м курсе Мэйси решила съехать из родительского дома и арендовать квартиру рядом с университетом вместе с подругами. Именно в этот период она начала употреблять сильнодействующие и психоактивные вещества. Как правило, она приобретала их в местах отдыха, клубах и барах, где употребляла. И при этом она была уверена, что все под контролем и в любой момент сможет остановиться. К концу обучения ее образ жизни окончательно изменился. Вечеринки, алкоголь и вещества стали обычной частью ее повседневности. Несмотря на это, Мэйси завершила обучение, защитила диплом, но уже понимала, что не собирается работать по специальности. Социальные сети играли важную роль в ее жизни еще со школы. Сначала она вела свои аккаунты неактивно, публикуя обычные фотографии, и почти не обращала внимания на реакцию подписчиков. Все изменилось, когда она оказалась в большом городе. На совершеннолетие родители подарили ей автомобиль марки Mercedes-Benz. Также они продолжали помогать дочери финансово. Это позволило Мэйси вести активный, яркий образ жизни и публиковать его в социальных сетях. Посты с вечеринок, красивые фотографии и рассказы о досуге быстро привлекли внимание. Количество подписчиков начало расти, и она стала узнаваемой в определенных кругах. Еще во время обучения в университете Мэйси начала посещать курсы хореографии, собрала портфолио и отправляла его в модельное агентство в надежде получить контракты. Несмотря на внешние данные, харизму и усилия, серьезные агентства не проявили к ней интереса. Тем не менее, число ее подписчиков продолжало увеличиваться. Она делилась элементами своей повседневной жизни, иногда размещала рекламу товаров или услуг и получала за это небольшие суммы. Таким образом, Мэйси сформировала
создавала и поддерживала публичный образ успешной и свободной девушки. Однако за этим скрывались реальные проблемы – зависимость, нарушение закона и растущее пренебрежение к последствиям своих поступков. После завершения обучения в университете Мэйси сообщила родителям, что планирует переехать во Флориду и обосноваться в Майами. Она хотела устроиться работать хостес в одном из популярных ночных клубов и одновременно продолжать попытки построить карьеру в модельной сфере. Такое решение стало неожиданностью для ее семьи. Родители рассчитывали, что после получения высшего образования дочь выберет более стабильный и профессиональный путь. Мэйси была отличницей, училась в престижном вузе, и ее планы шли вразрез с ожиданиями. Несмотря на это, они не стали ее переубеждать и не оказывали давления. Напротив, они продолжили оказывать финансовую поддержку и регулярно пересылали деньги. В начале 2023 года Мэйси переехала в Майами, сняла небольшую квартиру и начала искать работу. Одновременно с этим она почти каждый день посещала вечеринки и заведения ночной жизни, рассчитывая на полезные знакомства. Она быстро адаптировалась к новой обстановке и стала частью местной тусовки. Проводить вечера в клубах и барах стало для нее обычным делом. Со временем она попробовала себя в нескольких направлениях, связанных с индустрией развлечений. Она работала имидж-моделью, танцовщицей, а также появлялась на спортивных мероприятиях. На этом фоне ее узнаваемость начала расти. О ней начали писать в местных медиа, и в нескольких случаях ее приглашали для участия в интервью. К весне 2024 года ее профиль в социальных сетях привлек уже десятки тысяч подписчиков. Она стала продвигать себя как фитнес-модель, размещала рекламу спортивной продукции, биодобавок и косметики. Однако ее личный образ жизни не соответствовал тому, что она демонстрировала в интернете. Мэйси часто бывала в клубах, употребляла алкоголь и, по словам знакомых, не отказывалась от запрещенных веществ, когда ей их предлагали. Это привело к проблемам, в том числе и с законом. Ее задержали за вождение автомобиля в состоянии опьянения, после чего она временно лишилась водительских прав. Позднее девушка снова нарушила закон и снова села за руль в нетрезвом виде. После повторного нарушения ее удостоверение было аннулировано. Несмотря на это, она продолжала управлять автомобилем и не делала попыток изменить поведение. 10 августа 2024 года примерно в 6 часов утра на одном из перекрестков в Майами произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей. В это время на улицах было малолюдно, и тишину внезапно нарушили визг тормозов и громкие звуки столкновения. Первым пострадавшим оказался водитель автомобиля Range Rover, в который пришелся сильный удар со стороны водительской двери. Мужчина получил травмы головы и переломы ребер, но оставался в сознании. Прохожие помогли ему выбраться из машины и оказали первую помощь, пытаясь остановить кровотечение. Вторым участником аварии был минивэн марки Suzuki. Его повреждения были более серьезными. Корпус сильно деформировался, дверь заклинила, и доступ внутрь оказался затруднен. Внутри находились 3 человека: женщина за рулем, мужчина рядом с ней и еще один пассажир на заднем сидении. Водитель и задний пассажир находились без сознания, а второй мужчина был в состоянии шока. Из-за риска ухудшить состояние пострадавших их решили не извлекать через окна, чтобы не усугубить возможные травмы позвоночника или головы. Третья машина, белый Mercedes-Benz, тоже получила повреждения. Она выехала с дороги и врезалась в бордюр. Когда прохожие подошли к ней, салон оказался пуст. Следов крови внутри не было, что указывало на то, что водитель смог самостоятельно покинуть транспортное средство и, вероятно, получил лишь незначительные повреждения, если вообще пострадал. Возникли вопросы: кто находился за рулем этого автомобиля, почему он покинул место происшествия и куда направился после аварии. Очевидцы не смогли сразу предоставить информацию о личности водителя. Свидетели сообщили, что через минуту после аварии из автомобиля «Мерседес» вышла молодая женщина. Она покинула место аварии, стараясь не привлекать внимания. На ней были джинсы и широкое худи. Капюшон она натянула низко, чтобы прикрыть лицо. Затем она перешла на другую сторону улицы и быстро ушла от места происшествия. Позже выяснилось, что девушка попыталась слиться с окружающими. Она присоединилась к группе людей, совершавших утреннюю пробежку. Поскольку никто не попытался ее остановить, ей удалось скрыться. Очевидцы не смогли описать ее внешность, лицо было закрыто, и общих примет у них не осталось.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы начали эвакуацию пострадавших. Пассажир переднего сиденья в минивэне уже не подавал признаков жизни. Согласно заключению судмедэкспертов, он скончался от тяжелых травм головы и внутренних повреждений, вызвавших обширное кровотечение. Водитель минивэна и мужчина, находившийся на заднем сидении, были доставлены в больницу в критическом состоянии. Медики начали борьбу за их жизнь. Водителя внедорожника Range Rover госпитализировали с серьезными травмами. У него диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение легкого. Его состояние квалифицировали как средней степени тяжести. Угрозы жизни на тот момент не было. В ходе опроса свидетелей полиция установила, что за рулем третьего автомобиля «Мерседес» находилась девушка, которая покинула место происшествия сразу после столкновения. На перекрестке было установлено несколько камер наружного наблюдения, и сотрудники полиции изъяли записи для анализа. Видео с камер зафиксировали, как белый «Мерседес» двигался на высокой скорости и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Два других автомобиля двигались по правилам и в пределах допустимой скорости. Судя по кадрам, водитель минивэна попытался избежать столкновения, но не успел. В результате произошло касательное столкновение, после которого минивэн врезался в Range Rover, а затем его отбросило в столб. На записях также видно, что водитель Mercedes-Benz, судя по всему, не получил серьезных травм. Сразу после аварии человек выходит из автомобиля, натягивает капюшон, закрывая лицо, и уходит пешком. В какой-то момент она сворачивает в сторону парковой зоны, где видеонаблюдение отсутствует, и дальнейшее ее местонахождение установить не удается. Полиция не располагала описанием девушки. Ни один из свидетелей не смог точно рассказать, как она выглядела. Автомобиль подлежал проверке по государственному номеру для установления владельца. Пока этим занимались сотрудники, поступила информация, позволившая установить личность предполагаемой виновницы аварии. Примерно в это же время, когда шел сбор информации по делу, на линию службы экстренной помощи поступило сообщение от рабочего, находившегося на стройке в нескольких кварталах от места происшествия. Он сообщил о девушке в крайне нестабильном состоянии, поведение которой вызывало тревогу. С его слов, девушка сначала пыталась остановить машины, выбегая на дорогу, а потом начала снимать с себя одежду. Сначала она сняла худи, затем топ, оставаясь в джинсах. Она выкрикивала несвязные фразы, пыталась открыть двери проезжающих машин и в какой-то момент легла прямо на проезжую часть, перекатываясь по асфальту. Очевидец хотел помочь ей, сначала попытавшись увести ее с дороги, но девушка оказывала сопротивление и кричала. Тогда он решил просто встать рядом и перекрыть поток автомобилей, чтобы не допустить наезда, и ждал приезда полиции. Прибывшие полицейские прикрыли девушку и попытались выяснить ее личность. Она не реагировала на вопросы, произносила бессвязные фразы и вела себя потерянно, видимо, находясь под действием психоактивных веществ. Она не смогла назвать свое имя, говорила о пришельцах и утверждала, что скоро они прибудут. В какой-то момент она заявила, что прибыла из будущего, умеет перемещаться во времени и обладает неким особым предметом. Когда ее спросили, что она помнит последним, девушка на секунду задумалась, а затем сказала, что помнит свою смерть. В ее состоянии невозможно было вести полноценный допрос. Речь была спутанной и сопровождалась выраженными признаками психоза. Однако в какой-то момент она упомянула, что у нее был белый «Мерседес» и выразила тревогу, что машину могли угнать инопланетяне. Это высказывание позволило предположить, что именно она управляла автомобилем, который покинул место происшествия. Позже она села на асфальт и начала разговаривать с воображаемой матерью, как будто та находилась рядом. Она сказала: «Мама, я умерла, не плачь, я теперь могу перемещаться во времени, я навещу тебя». Затем она снова задала вопрос о своей машине и продолжила вести диалог с матерью, которой на месте, разумеется, не было. К моменту прибытия медицинской бригады девушка уже сообщила, что ее зовут Мэйси. При этом ее состояние оставалось крайне нестабильным. Она путалась в речи, реагировала на происходящее с трудом и продолжала испытывать выраженные галлюцинации. Врачи предположили, что она находится под воздействием алкоголя, а также психоактивных веществ неизвестного происхождения.
Для того, чтобы начать лечение, необходимо было определить, что именно она употребила, чтобы подобрать подходящие препараты для нейтрализации действия веществ. В течение коротких промежутков времени Мэйси частично приходила в себя, осознавала окружающее, а затем снова погружалась в бредовое состояние, говорила о пришельцах и якобы способностях к перемещению во времени. На вопрос медиков о том, что именно она принимала, Мэйси не смогла ответить и, судя по реакции, не понимала, о чем ее спрашивают. Позже она начала делать руками повторяющиеся движения, словно что-то сыпало в воздух, и произнесла несколько раз «розовая, розовая пыльца». Один из врачей понял, что, возможно, речь идет о так называемом розовом порошке, синтетическом веществе с непостоянным составом, включающим психотропные компоненты. Особенность этой смеси заключается в том, что она не имеет единой формулы, дозировка и сочетание ингредиентов варьируются, поэтому реакция организма всегда непредсказуема. У одних она вызывает легкую эйфорию, у других – выраженные психозы и галлюцинации, возможны и смертельные случаи. Это вещество популярно среди молодежи, посещающей ночные клубы, благодаря невысокой цене и внешнему виду, напоминающему яркий порошок, который иногда смешивают с блесками. Токсикологический анализ, проведенный в больнице, позволил выяснить преобладающее активное вещество, после чего пациентке поставили капельницу, чтобы стабилизировать ее состояние. В этот период сотрудники полиции установили личность девушки. Ей оказалась Мэйси Леттерс, 24 лет, модель и блогер, известная в социальных сетях, регулярно посещавшая ночные заведения. Последствия происшествия оказались серьезными. В результате аварии, которая спровоцировала Мэйси, пострадали 4 человека. В салоне минивэна находились супруги Хаунита и Абрахам Нендес, а также их друг Хесус Рубио. Мужчина, сидевший рядом с водителем, умер на месте от тяжелых травм, полученных в момент удара. Хесус Рубио, находившийся на заднем сидении, получил серьезные повреждения и был госпитализирован в критическом состоянии. Медицинские бригады боролись за его жизнь несколько дней, но спасти его не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. Хуанита Нандес получила тяжелые травмы позвоночника. Врачи смогли сохранить ей жизнь, однако она осталась парализованной и теперь прикована к инвалидному креслу. У нее и Абрахама остался несовершеннолетний сын, который потерял отца и оказался в ситуации, когда мать не может выполнять родительские обязанности в полном объеме. У Хесуса также остались 2 маленьких детей, а сам он был основным кормильцем в семье. После его смерти семья столкнулась с серьезными материальными трудностями. Водитель внедорожника Range Rover, который получил травмы черепно-мозговую и повреждения легкого, перенес несколько операций и находится в процессе длительной реабилитации. Вернуться к прежнему образу жизни пока не может. Против Мэйси Леттерс были выдвинуты обвинения по нескольким статьям: вождение в нетрезвом состоянии без прав, причинение смерти по неосторожности, нанесение тяжких телесных повреждений и побег с места аварии. До суда ее поместили под арест с возможностью освобождения под залог $150 тысяч. Однако семья не смогла внести эту сумму, и Мэйси осталась в следственном изоляторе. Несмотря на наличие видеозаписей и показания свидетелей, подтверждающих вину Леттерс, ее адвокат настаивает, что клиентка не осознавала свои действия в момент аварии. По его версии, ответственность должно нести лицо, изготовившее и продавшее девушке психоактивную смесь, которая вызвала тяжелое психическое состояние. Сторона обвинения с такой позицией не согласна. На кадрах видно, что после аварии Леттерс пыталась избежать опознания, закрывала лицо, старалась затеряться в толпе. Прокуратура считает, что это указывает на осознанность ее действий, а поведение после задержания они расценивают как попытку стимулировать невменяемость, чтобы избежать наказания и получить направление на лечение вместо заключения. На текущий день судебное разбирательство по делу до сих пор продолжается, приговор еще не вынесен. Мэйси по-прежнему находится под арестом. В ее отношении выдвинуто 8 обвинений, и если суд признает ее виновной по всем пунктам, ей может грозить пожизненное лишение свободы. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть и другие ролики на моем канале, а также не забывайте подписываться. До скорых встреч!